Если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. Корнилев победы сегодня как царь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, и снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Кино идет, воюет свод, далекий год, на пленке старой, нелегкий путь, еще чуть-чуть и догорят войны пожары. Счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран, обид земля дрожит теплом души, ее согреем. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и мир.
отмечают День Героев Отечества. Страна чествует героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. И сегодня, в этот торжественный день, обучающиеся кадетского пограничного центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина дадут торжественную клятву и пополнят ряды российских кадетов. На торжественном мероприятии присутствуют глава муниципального образования города Ижевск Тюрин Юрий Александрович, Заместитель главы администрации города Ижевска по социальной политике Тарасов Михаил Андреевич. помощник военного комиссара Удмуртской республики по военно-патриотической работе полковник Абрамян Вальтер Геннадьевич, Начальник управления образования администрации города Ижевска Петрова Светлана Геннадьевна. председатель Удмуртской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы Морозов Сергей Клементьевич, Председатель Союза советских офицеров Удмуртской республики капитан второго ранга Нургалиев Анавий Мавлевиевич. председатель регионального отделения ДОСААФ Удмуртской республики подполковник Поварницын Владимир Васильевич, Представители Совета ветеранов ФСБ Российской Федерации подполковник Андреев Михаил Александрович. Майор Харитонов Андрей Витальевич. врач военно-врачебной комиссии МВД по Удмуртской республике, капитан внутренней службы Матушкина Майя Александровна, Управляющая операционным офисом Ижевского банка ВТБ-24 Шумкова Екатерина Александровна. директор школы номер 50 Сионова Ольга Сергеевна, директор школы номер 60 Кунаева Людмила Николаевна и заместители директора по воспитательной работе школ 73 и 87. Родная тетя Героя России Сергея Борина. Внимание! К вносу знамени кадетского пограничного центра «Граница». Смирно! Равнение на знамя. Шагом. Торжественное мероприятие «Служу Отечеству» объявляется открытым. Больно. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования города Ижевск Тюрину Юрию Александровичу. Уважаемые участники сегодняшней ответственной церемонии, прежде всего я хочу обратить внимание на старшее поколение, которое прибыло сюда в форме, при наградах, чтобы подчеркнуть важность сегодняшнего события.
А мы с вами, девчонки, мальчишки, ребята, кадеты, должны видеть вот именно такими вы будете, потому что рядом с вами наставники, которые служили в нашей армии, служили добросовестно и сегодня имеют награды, которые у них на груди. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю доброго здоровья и успешной подготовки вашим воспитанникам. Мальчишки, девчонки, вы выбрали серьезную профессию, и, скорее всего, многие из вас станут военными. Наверное, не все. И если говорить о современности, я недавно разговаривал с ректором нашего ИЖГТУ, Ижевского государственного технического университета, и он оказался большим приверженником кадетского движения. Я его спрашиваю: у вас же гражданский вуз, почему вы так поддерживаете? Ведь те, кто закончит кадетские курсы, скорее всего, поступят в военное училище, будут служить Родине, но не у вас. Он ответил: ну, военными станут не все, кто-то пойдет на гражданку. Но тот, кто закончил кадетские курсы и был кадетом, это другой студент, это другой человек. Это в нашем вузе опора и наверняка будущий толковый инженер и специалист. Вот так вот относятся сегодня к кадетскому образованию. Так относились и все годы в России. Не случайно, что такие известные люди, как Михаил Кутузов, Федор Ушаков, Иван Круженштейн, Александр Можайский, Петр Нестеров, известные фамилии, все эти люди были кадетами. Все они с молодого возраста посвятили свою жизнь служению Отечества и достойно ему послужили и вошли в историю нашей страны. А в России всегда с большим уважением относились к человеку в военной форме и всегда видели в нем защитника. И всегда люди в военной форме оправдывали надежды и чаяния мирного населения. И сегодня наша страна, добившись многих побед, живет под мирным небом. Я желаю вам успешной учебы. Вы свой выбор сделали, и сегодня вы принимаете присягу Отечеству. Пусть у вас все складывается хорошо. Еще раз с этим замечательным праздником, с праздником Героев. Слово для приветствия предоставляется председателю Союза советских офицеров Удмуртской республики, капитану второго ранга Нургалиеву Фанавию Мавлиевичу. Уважаемые ветераны, уважаемые педагоги, дорогие наши дети. Только за ноябрь-декабрь этого года мне довелось присутствовать во многих мероприятиях, где мы осуществили посвящение в кадеты. Это федеральный кадетский корпус в городе Воткинске, 66 детишек, пятиклассников приняли обещание кадета. Это кадеты машиностроительного техникума, кадеты в строительном техникуме более 100 человек и так далее. Список этот можно продолжать. Сегодня мы присутствуем на таком торжественном мероприятии уже с пограничниками. Мы гордимся, ветераны, что достойная смена нам растет. Наряду с такой знаменательной датой, как День Героя, мы в эти дни отмечаем 75-ю годовщину Победы под Москвой. Это ваши прадеды, ваши деды отстояли свободу и независимость нашей Родины, перебили хребет фашистскому зверю и отогнали фашистов на 150, на 300 километров от Москвы. Именно с этой победы под Москвой началось наше победоносное движение. И 9 мая 1945 года мы в Берлине приняли акт о капитуляции у фашистов. Дорогие ребята, в мире неспокойно. 71 год назад мы отметили Великую Победу. Но фашисты продолжают маршировать по площадям Прибалтики.
прибалтийских государств. Власти пришли на Украине бандеровцы. Не все спокойно в мире. Боевики тревожат в Афганистане, в Ираке. Идет откровеннейшая борьба, война в Сирии. Мы желаем вам, что если вдруг придется стать на защиту Родины, вы достойно должны нас защитить. Защитить своих подруг, защитить своих учителей, защитить своих родителей, защитить нас, ветеранов. Ну а сегодня еще раз говорю вам, мирного неба, хорошей учебы и крепкого вам здоровья. День Героев Отечества очень важен для современной России, ведь он концентрирует в себе весь исторический опыт и славные ратные традиции наших вооруженных сил, объединяет историю воинских подвигов и героев российской армии со дня ее создания и до сегодняшних дней. В 1994 году центру границы было присвоено имя первого героя Российской Федерации в Удмуртской Республике и первого героя России среди пограничников Сергея Николаевича Борина. Всего в Новой России звание Героя России удостоены 1039 человек. Из них 472 человека получило это звание посмертно. Всегда Россия славилась отважными героями. Не раз тревожена была войны шальными зорями. И офицер, и рядовой воспитан был на доблести, и за отчизну рвался в бой, по чести и по совести. Так не забудь и ты, Россия, своих героев-сыновей, что правдою тебе служили на протяжении жизни всей, в Отечественной и в Афгане, в горячих точках и в Чечне, про семьи их, про тех, кто с нами, про всех, кто присягнул тебе. Прошу почтить память всех героев Отечества, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания. Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с вершением героического подвига. Звание присваивается президентом Российской Федерации. Герою вручаются грамота о присвоении звания Героя Российской Федерации и знак особого отличия, медаль «Золотая звезда». Если звание Героя Российской Федерации присваивается посмертно, то грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации и знак особого отличия медаль «Золотая звезда» вручают ближайшим родственникам героя. По стечению обстоятельств грамоты и медаль «Золотая звезда» после смерти родителей Сергея Борина оказались в центре границы. И сегодня мы торжественно хотим их передать ближайшей родственнице, родной тете героя, Романовой Ираиде Михайловне. Право передать грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации и знак особого отличия медаль «Золотая звезда» предоставляется помощнику военного комиссара Удмуртской Республики по военно-патриотической работе полковнику Абрамян Волтеру Геннадьевичу. Награда Героя России Борина Сергея будет передаваться от поколения к поколению. Вечно память в наших сердцах родственников, друзей, всех пограничников. Спасибо. Кадет – знакомое нам из истории, но забытое слово. Начало государственному патриотическому воспитанию в России положил почти 300 лет назад Петр I. Первоначально в нем обучались дети офицеров, которые так же, как и их родители, затем верно служили Отечеству. Кадетское движение имеет славную историю. Многие выпускники кадетских корпусов с годами становились не только военачальниками, но и великими учеными, музыкантами, исследователями, художниками, писателями и поэтами. Это всегда был цвет нации и ее гордость.
Кадеты в нарядных мундирах застыли в парадном строю. Державные отцы-командиры, и с медью грохочет салют. Россия, 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 служить до скончания лет, по совести и по уставу тебе присягает кадет. Для принятия торжественной клятвы кадетами школы номер 55 приглашаются председатель Союза советских офицеров Удмуртской республики, капитан 2-го ранга Нургалиев Фанавий Мавлиевич. Марина Владимировна, провожайте. Для принятия торжественной клятвы кадетами школы номер 60 приглашаются помощник военного комиссара Удмуртской республики по военно-патриотической работе, полковник Абрамян Вальтер Геннадьевич. Заместитель главы администрации Ленинского района города Ижевска Багаудинов Венермин Исагирович. Для принятия торжественной клятвы кадетами школы номер 73 приглашаются глава муниципального образования город Ижевск Тюрин Юрий Александрович. Российской Федерации подполковник Андреев Михаил Александрович и майор Харитонов Андрей Витальевич. Педагогам Центра «Граница» к принятию клятвы приступить. 1 А, школа 73. Становись. Равняйся. Смирно. Вольно. Кадет Логинов Марк, кадет Логинов Ярослав. Для принятия клятвы кадета ко мне. Максимов Роман. Ко мне. Кадет Черемисский Кирилл. Ко мне. Товарищ полковник. Товарищ полковник кадет Максимов по вашему приказанию прибыл. Давай, громко что. Я Максимов Роман, обучающий Центр «Граница». Вступаю в ряды кадетов. Настоящим клянусь быть преданным Родине, стать настоящим патриотом и гражданином своего Отечества. Клянусь беречь свою честь и честь Центра «Граница». Достойно продолжать славные традиции кадетов. Клянусь беречь свою честь. Клянусь. Храбрым и крепить кадетскую службу. Клянусь почитать родителей и уважать старших. Клянусь всегда быть первым кадетом. От славных ее рубежей. А вся
Зеленые погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках. У нас в руках спокойствие державы. Над КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. С любовью вспоминаем родной далекий дом, девчонок, что успели в нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять в дозор уходим, сжимая автомат. Мы стали здесь увереннее и строже. Опять приказ подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке и щит надежен. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. На суше, в полях, горах, лесах тяжелый ратный труд несем мы гордо. Зеленые погоны мы носим на плечах, и на своей земле стоим мы твердо. Российские кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. Pogranzastava по периметру страны. Мы начеку, мы в состоянии войны. В 7-й раз за отличную успеваемость, дисциплину, активное участие в военно-патриотических мероприятиях и активную гражданскую позицию лучшие кадеты Центра границы награждаются грамотой и памятным подарком от региональной общественной организации «Клуб руководителей пограничных ведомств государств, участников Содружества независимых государств». Слово для поздравления и награждения предоставляется главе муниципального образования города Ижевска Тюрину Юрию Александровичу, заместителю главы администрации города Ижевска по социальной политике Тарасову Михаилу Андреевичу, управляющей операционным офисом Ижевский банк ВТБ-24 Шумковой Екатерине Александровне. Грамотом награждается кадет Головкина Милана Игоревна за высокие результаты в учебе, трудолюбие и активное участие в общественной и культурной жизни детско-юношеского центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина, а также военно-патриотических и интеллектуальных мероприятиях различного уровня. Президент клуба, генерал-полковник в отставке Грицан.
Грамоту, да. Также сегодня 3 кадетам Центра «Граница» вручаются благодарности Госсовету Удмуртской Республики. Приглашаю Куролесу Никиту. Благодарность вручается Куролесу Никите Алексеевичу. Благодарность вручается Юсупову Салавату Дамировичу. Кадет Исуп, к вашему приказу прибыл. Служу России! Благодарность Загуменнову Александру Дмитриевичу. Служу Российской Федерации! Мы выбрали дорогу эту неспроста. Кадетами мы стали по призванию, чтобы по жизни занимать места, достойны всеобщего признания. Нас учат здесь быть стойкими и смелыми, воспитывают нас командный дух. Мы без 5 минут уже военные, готовые опять хранить страну. И парни, и девчонки носят с гордостью и форму, и погоны на плечах. Поверьте нам, это совсем непросто военным быть в столь юные года. Честь своих отцов не посрамим, от клятвы мы не сделаем ни шагу, и в грозный час отчизну отстоим, проявим доблесть и отвагу. Дорога наша Родине служит, она трудна, но необходима. Но если будем дружбой даже жить, преграды будут все преодолимы. Кадетское солнце в зените, нам имя, отвага и честь. В истории нашей в граните мы были, мы будем, мы есть. Они так же юны и стройны, как раньше, как прежде. Как прежде прекрасен их лик, благородны манеры. Они соль земли, они будущие офицеры. Кадеты не роды подростков, шагающих строем. Кадетство есть кузница наших российских героев. Кадеты, лишенные зависти, подлости, лести, впитали традиции и благородство, и чести. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Пусть с вами танцует российское наше кадетство. Кадетство не звание, а состояние сердца, которое бьется в едином слиянии природно с прекрасным, святым и великим народом. Пусть кружится вальс бесконечный от лета до лета. Пусть будут прекрасны всегда молодые кадеты. Пусть вальс развивается мощно, легко и красиво. Пусть
приглашают молодые кадеты России. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Вальс кадетский, вроде бы обыкновенный, вроде светский, только немного военный. Вальс вашей чести порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс кавалер, будущий ваш офицер. Прежде понимаем, кадеты – самый преданный народ. Внимание! К выносу знамени центра граница Смирно! Вольно! На этом торжественное мероприятие «Служу Отечеству», посвященное Дню Героев Отечества и принятию клятву кадетами Кадетского пограничного центра «Граница» имени Героя России Сергея Борина, считается закрытым. На память о торжественном мероприятии всех гостей, родителей и обучающихся приглашаем на памятное фото.